Оплата единого совокупного платежа позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе обязательного медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения. С 1 января 2019 года в стране введен единый совокупный платеж для регистрации деятельности самозанятого населения. 27 декабря 2018 года президентом Республики Казахстан подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения, направленный на совершенствование законодательства в сфере занятости населения. Единый совокупный платеж предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых. Как показывает текущая ситуация в стране, неформальной занятости способствуют такие факторы, как сложная процедура регистрации и снятия с учета в налоговых органах, наличие многочисленных платежных систем и сложность определения налогового режима. Единый совокупный платеж позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе обязательного медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, для плательщиков установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП 2525 тенге. Для городов республиканского значения, столицы и областного значения вдвое ниже 1263 тенге. Доля единого совокупного платежа составит 10% на индивидуальный подоходный налог, 20% социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, 30% пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, 40% отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования. Единый совокупный платеж будет распространяться на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, при соблюдении следующих условий: не используют труд наемных работников, выполняют работы, оказывают услуги для физических лиц, реализуют сельскохозяйственную продукцию от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам. Будут охвачены физические лица, оказывающие услуги исключительно физическим лицам и реализующие излишки от личного подсобного хозяйства физическим лицам, отметили в ведомстве. В целом, введение ЕСП для неформально занятых позволит участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения, участвовать в накопительной пенсионной системе и получения базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе. Получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года. Второй блок поправок направлен на устранение различного толкования терминов «самостоятельно занятое лицо». По прогнозам Минтруда, в результате введения единого совокупного платежа предусматривается формализация деятельности 500 тысяч человек из числа неформально занятых.